карабкался на горку. Вот смотрите, какая красотень. Омут, блин, глубина здесь очень мощная, очень глубоко. Фух. Вот так. А здесь тайга. Сейчас будем прорываться через тайгу, менять место. Дальше надо идти, дальше. Будем искать дальше ходить. Может, где найдем кого. Вот тут открыто. Отсюда 100 метров выше я рыбачил. Пробовал 2 лунки, сделал. Нифига не поймал. Вот мои следы. Вон по берегу, по насту, без лыж до сюда пришел. И хотел здесь еще порыбачить. Вот такое хорошее место тоже. Там глубина хорошая. Здесь мелководье. Но интерес я теряю, ребята, потому что, вот смотрите, собака опять чувствует. Опять вот здесь вот выход от у выдры. Видно, они тут тоже ходят. И не буду я сюда спускаться, я пойду дальше. Тут тоже все открыто. Вот смотрите. Хорошо, что сегодня холодная погода. Из-за этого более-менее еще где-то можно пройти. Ну, замерзло все. А если, скажем, ночью плюсовая была, это все откроется и прям видно, как вода течет. Такие дела. Ох. Нифига, что-то у меня сегодня не получается с рыбалкой также. Сколько уже прошли, блин. Пару часов уже чистой рыбалки и ни одной поклевки. Вот там одна мелочь такая попалась еще. Хреново дело. Там Старица. Здесь вот река протекает. Вот тут поворот. Вот здесь проходит. А там Старица. Вон там Старица. Там у меня промысловые тоже тропинки, участки. На этой Старице, вот эта Старица осенью все открыто. Рыба, вот сеткой закинешь, и рыба не попадает. Я не знаю, почему вот в эту Старицу не заходит рыба. И какая-то она, знаете, вода как-то мутноватая. Не очень такая чистая. Если на Старицу выходит какой-нибудь ручей, вот это самое то, вот для рыб, там в таких местах рыбы, конечно, любят держаться. Сломанная елка, вершинка сломалась. Давно уже, наверное, вот этот конец видно. Это у другого. Вон та елка. 2 елки и обе сломаны. Я не знаю от чего, от напора снега или от ветра. Думаю, от напора снега как-то сломалась. Вон еще 3. Как ни странно, вот так 3 елки и все сломаны. И не высохло. Не высохло, между прочим. Да, удивлен я немножко. Удивлен. Бывает, там царапинку сделает зачес, и елка уже погибает, а здесь нормально живет. Вот так. Да, наверное, я вон туда на Старицу пошел. Короче, я пойду, наверное, с поворота 3-4 ниже, спущусь, и там буду пробовать по-новому рыбачить. Здесь все передолбили, эти выдры уже все. Или разогнали где-то. Хариус, может, где-то в куче, где-то в каком-то углу сидит. Но где их найти? 100 лунок надо сделать, чтобы их найти. Этот косяк. Долгожданная поклевка, ребята, была. Пока я там начинал бурить новую лунку, здесь у меня с этой удочки украл какая-то рыба, червяка. Но ничего не успел сделать. Не знаю, потом... опять поклевочка. Нежданчик какой-то. Угу. Есть. Опа. Стандартик хорошенький.
Хорошенький стандартчик. Опа. Вот такая рыбина. Никак не ожидал, что поймаю сегодня за целый день кого-нибудь. Экземплярчик хорошенький. Ради этой рыбы я сколько уже сегодня прошагал. Сколько лунок сделал. Не знаю, один или два, сколько тут. Ну, здесь я буду еще бурить и буду пить чай. Хоть одну рыбу удалось дернуть. Установил 3 удочки вон. Еще здесь вот попался вот такой хариус, я отпустил. И за 2 дня похода вот первый рябчик тут свистит. Первый рябчик вон там где-то в тайге, недалеко. И все, больше поклевок пока не было. Туланчик вернулся, бродяга. Блин, ты шкач. Блин, боюсь, опять начнете. Думал, тут пару штук есть, а нет. Оказывается, один. Один хариус только нормальный. Вот и все. Сейчас мы все собрались, сейчас будем пить чай. Чаек попьем. Дальше пойдем. Туда. Tule. Very nice. Ветер усиливается. Терпение кончается у меня. Вот опять здесь следы выдры. Старые места, где он заходил, выходил. Сейчас замерзло все. И там. А там, думаю, он вообще свежий. Чьи-то свежие следы. Сейчас дойдем, посмотрим. Это вообще свежие. Не знаю, кто там проходил. Становится мне еще интереснее. Блин, провалиться ли? Или собака? А, это туланного находила. Вроде здесь уже у тулана. Да, это у тулана. Думал, там выдра свежая. Айда лежит. Это последняя лунка. Еще вот этот поворот еще пройду.
Все, мне, ребята, надоело. Действительно уже поднадоело. Вот смотрите, какие места облавливаю, проверяю. Каждые 15 метров, даже 15 нету, 10 метров, 10-8 метров. Лунки делаю, проверяю. И нифига. Ни одной поклевки. Хоть бы, блин, ударчики были, там крючки меняешь, проверяешь, пытаешься что-то поймать. Даже ударов нету, ничего нету, поклевок нету. Вот какие места. Это мечта любого рыбака на Хариуса. Кто рыбачит на Хариуса. Вообще. Я не знаю, что думать. Не поверю, что вообще рыбы нету. Какая-то рыба-то должна быть, но почему не клюет? Вот поэтому, ребята, вот спрашиваете, ходишь, Олег, за Хариусом, на Хариуса, или рыбачишь? Нет, в общем, спрашивают. Мне этот Хариус, нафиг он мне нужен. Я вот сейчас вот весна, как бы, и на льду мало снега, ходить хорошо. Приятно, вот на лыжах я иду и не проваливаешься. Новый ледобор. Столько лунок я уже сегодня просверлил. И если со старым ледобором, я давно уже плюнул на эту рыбалку и перестал бы, уже давно в избушке, может, сижу. А с новым ледобором еще пытаюсь что-то поймать. И нифига не получается. Вот поэтому, ребята, я не хожу я на Хариуса, именно на эту речку. Потому что эта речка, ну, мало рыбы здесь Хариуса, очень мало. Бывало там, попадалось по десяток штук. И то, вот целый день ты рыбачишь и 10 рыбин поймаешь, это разве рыбалка? Я лучше возле Нишеры там посижу на яйцо порыбачу. Половлю. А Хариус это все. Это я больше сюда не приеду на рыбалку в этом году. В эту зиму-то есть. По этому снегу. Уже осенью или летом будет еще рыбалка на спиннинг, на удочки, на сетки может. Но не зимняя рыбалка. Все. Прекращаем это дело. В будущем году, будущий сезон, может тоже весной как-то можно попытать счастье, но я не заядлый рыбак на Хариуса. Вот поэтому и не хожу на Хариуса. Знаю, что не клюет. Вот и весь ответ. Вот. Ни одной лунки не попалось, блин, где вот хоть пару штук можно было бы вытащить. За эту рыбалку я поймал вот одного Хариуса и одного отпустил. Ну вот такой. Я уже не стал даже снимать. Я просто отпустил и все. Западло такое брать. Вообще мелочь. Вот. Ладно, сейчас еще там проверю эту лунку и пойду вон за теми березами. Там еще такое хорошее место, яма там еще проверю. Если не получится не поймать кого, здесь проходит строго юго-север просека. У меня здесь промысловые участки заканчиваются тоже уже. Здесь я разворачиваюсь, тропинка здесь разворачивается. Здесь конечная точка. Где-то там на банка консервы на дереве еще. Когда-то я обедал, перекус такой, ну, и повесил банку. Вот. Дальше уже чужие участки, как начинаются уже заброшенные, но чужая территория, поэтому я туда не стараюсь ходить. Могу я пройтись карабином или с ружьем, но ловушки или еще какие-то капканы уже туда. Все, это чужая территория. Вот так. Ни один рябчик не перелетел. Вот один свистанул несколько раз и все. Почему сейчас весна, должны везде рябчики свистеть, там лес должен гудеть, пока тишина, птицы боровая дичь не появилась. Подождем, посмотрим. Осень покажет, кто что есть. Вот. Ладно, дальше я рыбачить. Еще буквально час рыбалки и
сматывай удочки, пойдем мы на избу. Нет, я думал, это тулан, а оказывается, это спустился выдра вот тут. Он спустился, и вон тоже лунка его. Он туда поднялся. Такие дела. Ну вот тут еще буду облавливать. Береза. Где-то с десяток лунок, наверное, еще сделаю. Шабаш. Там открыто, блин. Блюхнешься. Увидел воду. Течет. Слышит течение. А я здесь посередке пойду. Вроде нормальный лед. Белый. Черного льда надо бояться, ребята. Черный лед — это опасный лед. А если белый он, лед белый, значит это нормальный толстый лед. Безопасный. Он кого-то облаивает. На березах что там может быть? Он за речью, оказывается, еще. Фух, не поленился. Пошел. Ну тут елка мощная. Кто его знает, кто там. Что на этой елке? Пушистая елка даже. Сейчас молк. Не хочу, если это белка, вообще на белку, чтобы внимания он не обращал. Если научится на белок, все, гибель в охоте. Смотрите, как поворот, вот тут река, вон, поворот такой делает. Поворот. И здесь вот тропинка у выдры тоже есть. И это знаю тропинку. Они такие переходы, они ну, напрямик пересекают. Где, что потом? Нет, отсюда не увидишь ничего. Это зверька можно заметить, когда он перепрыгивает или еще. Ладно, не будем, наверное, тут стоять на ветру. Ветер холодный сегодня, сейчас, блин, середина дня, и все равно ветер не потеплело. Холодно на улице. Ладно, возвращаемся. Где он? Сложно увидеть в таких ельниках, елках. Тут он опять шумит там. Устья реки. Ой, блин, путаю. Устья озера. И тут видно, где он вообще. Моя собака-то. О, такие туннели. Вон он, туланчик-то, вылез. О, какие тут эти туннели у выдры тут. Откуда может быть рыба, если такие борозды? Зашел куда-то. Тут вон там озеро. И здесь вот выходит ручеек такой. Он зашел опять куда-то.
пещеру какую-то. Вон там, вон видно, как все истоптано. Застрянешь, блядь. Тула, лок. Ну, молодец, блядь. Активно. То тут, то там. Сейчас вот недавно там лаял. Сейчас вот этот с выдрой там бесится. Будет он там сидеть. Короче, ребята, вот первая пушнина, с кем он встречался. Ну, в прошлом году Айда осенью. Айда лаяла там куницу. Но Тулан в то время болел. И не до куницы ему было. А сейчас вот первый раз он встретился с этим, как сказать, выдрой. Выдрой встречался и даже видел, как он раза два он укусил. Ну, хоть чуть-чуть выдру там прикуску. Полностью не осмелились мои собаки как бы схватить. Ну и пускай. Всякое может быть от зверя там. Всякое можно ожидать. Да? Убежал он уже давно оттуда. Да? Что там? Что там, Дулан? А? Куда он заходил вообще? Знаете, вот здесь, наверное, думаю, как сказать, сейчас скажу, выдры перезимовали даже. Знаете, вот лед здесь встал, здесь вот где-то вот такой уровень воды было. Потом эта вода ушла, и здесь такая крыша образовалась из-за льда. Крыша. Он опять зашел. Главное, чтобы снег не провалился. Лок, Тула. Лок, пэт. Застрянешь, блин, погибнет можно там. Лок, Тула. Не до шуток. Он зашел. Все, я не знаю, где он. Лок, пэт. Лок. Лопаты нету, ничего. Лок. Лок. Запутаешься там. Там открыто, там вода течет. Потому что на это озеро впадает несколько ручейков. Мелкие, конечно, но даже зимой не замерзающие ручьи. И поэтому все время здесь круглогодично тут вода выходит. Но это озеро раньше, как говорят мои знакомые, очень было богато рыбой, а сейчас тоже их нету. В прошлом году с Денисом мы заходили, спиннинг кидали, но нифига не поймали. Так, ну вот, наша удочка там стоит. Ида. Вон. Опа. Интересно, конечно, охота еще, когда вот собаки так активно что-то пытаются, ищут кого-то. Вот так. А у нас рыбалка, все. Это последние метры уже, где я сверлю. Я рыбалку заканчиваю. Блин. В ноги снег. Вот, в сапоги снег попал. Здесь еще раз, два, 3 лунки сделаю, попробую. И все, шабаш. Будем возвращаться. Здесь такой берег, такой пологий. Здесь я на лыжах поднимусь. Там очень густая тайга, где-то метров 200. Ельник, подсад такой мощный. И это проскочить, и уже буду, как вот солнце, буду прямо идти на свою бураницу. До бураницы где-то с километр, и по буранице еще километра 2. Значит, от силы километра 3 мне пешком, напрямик. Если по берегу, ой, по реке, это
далеко. Вот. Ну ладно. В такую даль пришли, где-то оставляли место, где-то напрямик шли. Поэтому каждый поворот я не облавливал, потому что я уже пытался облавливать тем хорошие места. Вот здесь вот прекрасные места, очень прекрасные. Я знаю, здесь осенью хариусы тоже сидели, вот нормально там. Здесь глубоко яма, тут поворот вообще глубокий. Ну не берет рыба, что потом. Ничего с этим не поделаешь. Такая рыбалка у нас получилась. Вот такие делишки. У меня лыжи без камуса и уже все начинают прилипать. Вот о чем я говорил. Здесь такие ручьи. Вон выходит ручеек. А там еще идет. Короче, много таких ручьев. Выходит именно на то озеро. Я стою на просеке. Вон зачес просека. И солнце вот именно в южной стороне сейчас. Я вот возьму сейчас солнце где-то, чтобы не светило на левую грудь. И строго я буду идти по этому направлению. Блин, так прилипает вообще. Тормозит конкретно. И по этому направлению буду я идти. Где вот густой лес, вот где ельник, там тень и еще не растаял снег. А вот где вот пустыри, там чуть-чуть сантиметр 2, наверное, где-то подтаял снег, свежий снег, и прилипает. И тоже вот, скажем, если у тебя лыжи с камусом, ты эти лыжи моментально убьешь по этому мосту, если ходить. Так что и там плюс, и там минус. Не угадаешь, на чем идти. Лучше, если на лыжах ранним утром по тайге побродить. Но днем все равно будет липнуть. Именно на лыжи без камуса. Так. Липнет снежок. Следы зайчишек я встречаю, между прочим, несколько штук. За сегодняшний день вот видел. Одного рябчика слышал, как свистел. И больше ничего. Больше пока тишина. О, блин, как приятно сейчас ходить по тайге. Снег на голову не падает. Когда ты идешь, скажем, в декабре еще поход был. Декабрь, февраль. Все заснежено, там елку тронешь, там на тебя такое количество снега за шиворот там попадает, если без капюшона еще одежда. А сейчас светло, дни длинные, можно ходить спокойно. Фу. Ладненько. Пойдем потихоньку. У меня гигабайты, наверное, немного уже осталось. 64 гигабайтовые карта памяти. Все уже заполнилось. Вот так вот. Бураница. Оказывается, примерно меньше километра даже, наверное, шагала. Да. Это моя бураница. Сейчас уже по этой буранице. Тут зачесы, это прямая дорога к избе. Такое дерево большое. Сосна с корнем свалилась. Мощное дерево.